Ребята, мы безнадежны. Кино – это все-таки командный труд. Кадр диктует все. Да, так классно! Присуще для нашего народа чувство юмора. Ну, может, не попал. Так тоже бывает. ин саргузашт аз ҳаёти оилаи ман қисса хоҳад кард. мо ба тиҷоратро сар кунем. мо дукони худамонро мекушоем. ин масъалаи ҷиддӣ аст. агар нашавад ман нақшаи беро истифода мекунам. хула кай пардохт мекунӣ? ман бахш шуморо хомӯш мекунам. ҳақ надорӣ. ки гурнамак ба писарат раҳмат гӯй ки аз ин дукон маҳрумат кард. оид ба сохтмони ғайриқонунии шумо хабар расид. ёдгир шогирд. азизам кайҳо ин нақшро дар назар доштам. С режиссером Далером Рахматовым я уже неоднократно мы работали. Это, по-моему, 4-й проект, где мы работаем совместно. Выбрал жанр такой комедийный немножко. Появляется больше простора уже для музыки. Музыка может быть сама по себе более динамичная и придать фильму как бы динамики больше, где можно уже как-то показать и традицию нашу музыкальную, именно традицию народную, и современную музыку. Вдохновляет. Вдохновляет, да. Потом вот многие актеры, я многих их знаю уже по некоторым другим работам. А вот музыка – это эмоции, это состояние. И, естественно, она должна идти в контексте с задумкой режиссера, в контексте с самой, что мы хотим, чтобы зритель почувствовал в этот момент. И тут уже краски могут быть совершенно другие. Действительно, с Шахри у нас уже не один фильм мы вместе делали, такой уже тандем образовался. И я очень благодарен, что она рядом со мной в работе. И вообще эта вся команда, которая работает на площадке, это мы тоже работали с ребятами, очень хорошие. Потому что кино – это все-таки командный труд, коллективный. И хорошо, когда есть взаимопонимание общее у всех. Это помогает в работе. Сейчас идет расфасовка файлов. Такая работа немножко нудная и смотреть. Обычно, кто наблюдает, засыпают сразу. Но без этой рутины не будет потом творчества. Когда мы только этот проект начинали, только в обсуждении еще было, и мы с Исмаилом, когда встречались, он говорит, ну это просто Dream Team, все такие классные. Вот звукорежиссер, это в основном моя работа, она начинается уже на постпродакшене. И для меня архиважно, чтобы человек, который на площадке, записал звук вот хорошо. И у нас там сейчас Рустам, который пишет звук. Я сейчас смотрю на волну и кайфую, сижу. Потому что хорошо записанный материал – это практически там 70% успеха работы звукорежиссера. Вы сейчас находитесь, вот здесь это большая коллекция, которую собрал мой отец. Он был таким выдающимся киноактером, актером драмы и кино, но с детства как бы любил музыку. И вот этот музей, это уже существует, он больше 30 лет. Вот здесь мы храним эту коллекцию и как-то дополняем. И, конечно же, не вовлекать это все богатство в свое творчество, это, наверное, будет неправильно. Мы всегда... Тем более, что это нравится, что это красиво. Вообще здесь, в этом музее, постоянно происходят какие-то перформансы, именно традиционные, этнические, традиционная музыка Таджикистана. И не только Таджикистана, и соседних наших стран, потому что здесь инструменты очень-очень разные. И у нас наши музыканты, включая Игбола, я как звукорежиссер здесь постоянно подзаряжаюсь. То есть я пока там сижу, работаю, и отсюда доносится, я потом не выдерживаю, потом прихожу сюда, энергетически подзаряжать, потом иду дальше, кручу свои эквалайзеры, компрессоры и так далее. Причем у нас главный герой, один из главных героев, он вообще-то играет на торе. Да. И главная тема, вот лейтмотив, она тоже, Игбол ее сделал на торе. Далер мне рассказал все, что он видит, что он как бы прислал сценарий, я первую серию прочитал. Мелодию я как бы сделал заранее, не видя еще материала отснятого. Просто уже как бы мы друг друга знаем, чувствуем. Вот как Далер что-то захотел, я рассказал мне, что он видит. Я как-то тоже вот это у себя переварил и записал мелодию.
Может быть, для зрителей, которые не знают, о чем сериал и вообще, что это за тема, мы бы просто сказали, что этот сериал о нас, о любом, кто это будет смотреть, даже не обязательно в Таджикистане, это в любой стране, для простых людей этот сериал. А музыка, она просто, и музыка, звук, это невозможно рассматривать и объяснять как отдельную часть от общего целого. Это синергия, это вот один продукт. Музыку, наверное, сложно описывать словами, ее лучше слушать. Поэтому Поэтому смотрите сериал «Дукун». и наслаждайтесь.